Zamiłowaną tajemnicu zakramenta, osłaniaj nas rozsiewieje, tracić moc starojeka, Boża nowy zabawie. Kto nam rozum nie tłumaczy, światło wiery przynaś się, powiesz nam, Bóg Ojcy, prawosławienie i chwała. I Ojcu i Synu razem, Twórcu wiecznego życia, Duchu szkoła i pochodzić, dawcu wiecznego światła. Amen. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшym sakramencie покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували церковь Твоего откупления, яки живейший владарь с Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen.
246. Траки на вивінню хвилі, сам Христос тебе страхотки на вивінню хвилі, сам Христос тебе страхотки на вивінню хвилі, сам Христос тебе страхотки на вивінню хвилі, сам Христос тебе страхотки. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Эту святую мшу справую за Качук Ірину 3 годы по смерти, просячи для неї радости життя вічного у володарстве небесным. Страхотки на глибиню пливі. А вельми поважне слово, бо сапраўды, калі хто плавае, ведае, што чым глыбей, тым больш страху ёсць. І таксама ёсць у жыцці духовным. Каб сапраўды даверыцца Пану Богу, трэба аддаць Яму ўсё, што ёсць у сваім жыцці, усе ключы ад усіх полак, ад усіх шкафоў, ад усіх дзвярэй свого жыцця, каб Езус Христос, каб сам Бог мог валадарыць у нашым жыцці. Сёння мы гэта і пачуем у Слове Божым. Уже перажываем в этом годзе 4-й раз, амаль тое самае пачуем з квадрата. Бо 4 тыдні тому назад прачыталі мы, як Езус Христос размножыў хлеб, а затым будзе гаварыць: «Я ёсць хлеб жывы». І сёння скажа: «Я ёсць хлеб, які трэба спажываць». І шмат апостолаў адойдзе ад Езуса Христа. І Езус Христос задасць пытанне: «Ці і вы таксама хочаце адысці?» Перапросім за ўсе нашы грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала нависшая Богу, А на землі спокой, людям добре волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный,
Змилуйся над нами, які береш на себе грехи і смерту. Прими моление наше, які сядешь праворучайца. Змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Богу кайся. Амінь. Молимся. Боже нашой, чаты яркая души верных, владимир день на небо. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетаний. Как вся размерливости, как рассвету вы усносите наше сердце, туди, где зноите всеправную радость. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Амінь. Читание книги Иисуса Навина. У третьи дни. Иисус Навин собрал у Сихеме все племена Израиля и покликал так само старейших Израиля, его керовников, и суддів, и наглядчиков, и ставили они перед обличием Пана. И так промовил Иисус Навин до всего народа. Коли вам здається кепским служить Пану, то зробите сьогодні вибір, кому хочете служити. Ті богам, які служили продки ваші, будучи на другим боку реки. Ті богам Амореїв, на землі яких живете. Я ж і мой дом будем служить Пану. Народ отказал такими словами. Нехай не здариться нам, как мы покинули Пана и служили іншим богам. Бо Пан – Бог наш. И Он сам вывел нас и продков наших с египетской земли, с дому неволи. И Он учинил перед нашими очима величные знаки и оберегал нас на протягу всей дороги, якою шли мы. И сярод усіх народов, праз які проходили мы. Тому и мы будем служить Пану, бо Он наш Бог. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана на всі часи, хвала Його завсюди на моїх устах. Паном буде гнариться душа моя, нехай чують гэта покорные, и нехай веселятся. Покаштуйте и убачте, який добрий єсть Пан. Очі Пана звернутих на справедливих, і вуші Його на їх кривих. Обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, как память страстей земли. Покаштуйте и убачте, який добрий єсть Пан. Я не кричу ці, Пан почує, і от усіх бедов їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серце змучено, і зламаних духом Його збавляє.
і справедливого покарані будуть. Пан вибавляє душі слухав своїх, і кожен, хто не Господиться, не буде покараний. Покажуйте і уважте, який добрий Господь. Читание послания святого апостола Павла для Ефесцев. Браты, подпорядковывайтесь один одному у боязі Христової. Жонки, подпорядковуйся мужу своїм, як Пану, бо муж – глава жонки, як і Христос – глава костьола. І он збавця тіла. Тому як костьол подпорядковується Христу, так і жонки подпорядковуються мужем своїм. Мужи, любите своих жен, як и Христос полюбил костел, и отдал себе за его, как освятить его, очистивши купелью воды условия, как он з'явився перед им, славным костелом, який не має плями, ті загани, і чого-небудь подобного, и как он был святый без загани. Так повинны мужи любить своих жен, як свое тело. Кто любит свою жену, любит самого себя. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свой костьол. Бо ми члени тіла Його. Тому покине мужчина батьку своєму і маті, і злучиться з жонкою своєю, і будуть двоє одним тілом. Великая таємниця гэта, а кажу і я, у дочиненні до Христа і до костьола. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твоє, Пані, єсть дух і життя. Ти маєш слово вічного життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Яна. Хвала Тобі, Господи. У той час многие з учнів Єсуса казали, тяжка яката мова, хто може її слухати. Але Єсус, ведаючи, що учні Його не наракаються на гэта, сказав їм, чи гэта спокушає вас, а коли убачите Сина Чоловічого, який буде узиходить туди, де був ранее. Дух оживляє тіло ж на ніщо не придатне. Слово, яке я кажу вам, есть духом і життям. Однак есть між вас тыя, хто не вірить. Бо Ісус от початку ведав, хто не вірить, і хто його видасть. І сказав, для того я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли гэта не буде дано йому айцом. З гэтага часу многие учні, вони отошли от його і вже не ходили з ним. Тоді Ісус сказав 12, «Чи ви так само хочете одійти?» Отказал ему Симон Петр, «Пане, до кого мы пойдем? Ты маешь слово життя вечного». А мы поверили и спознали, что ты святый Бога. Это слово Пана. Слава Тобі, Христе. И снова мы чуем про Иисус Христос говорит про хлеб. Як я сказал, уступить до Святой Мши у годе Б, и мы теперь переживаем 4 тижни подряд, мы читаем про этот сам хлеб. Наконец-то, что мы можем про его говорить? Сегодня можно было бы сказать про голод этого хлеба. Кто бы не хотел есть ничего? Но человек, який отравився чимсь, а як рассказывал
один знайомий святар колістів, що був запрошений на весіллю, і на весіллі напроти його сів якийсь мужик, такий бледний, весь кепсько виглядів вельми. А вот нам подали суп с помидоров, там такие так званая помидоровка, и до его были сухарики такие. И этот человек ничего не ел, только взял эти сухарики и грыз. Пришли забрать тарелки, он сказал, оставьте мне эти сухарики в этой великой тарелке. И все веселье говорит, мы там ели скамбовые, разные смаки, какие там были, разные речи, салатки, самые наилепшие. А он только эти сухарики. Ему ничего не смаковало. Браты и сестры, человек, который затруется, ему не смакує Христос. А что нас может затруить? Гэты свет нам может замест Бога подать что-то другое, что не смакує лепить, а мы уже так затруились, что нам в этой костюм, нам Евхаристия, нам Слово Божие, нам сакраменты, нам все в этом моральность, якую нам пропонует костюм, не уходит. Она вот не уходит то, что есть, лечится любовью Пана Бога и любовью ближнего. Мы только готовы любить самих себе. І так чоловік струти усьо життя. Брати і сестри, один військовий жихар, звичайний мужчина був запрошений на двор панський, як допомог у якійсь праці. Коли скончив працю, йому виплатили належну плату, але так само запросили на каву, харбату. До этой кави, харбати подали пирог. Этот пирог ему так моцно засмаковал, что стыдился, а не собрался за бабой и пошел на кухню, как запитать у господыни, якая робила этот пирог, рецепт этого пирога. Наконец она ему дала, но пришел таки довольный до хаты его жонка. Я был у дома пана и ел там такой смачный пирог. И удалось мне рецепт сделать. На, приготуй, закаштуем разом. Ну, а жонка была жонкой трошки скуповатой. В этом рецепте было написано 5 яиц, но думаю, что 5. Хватит 2. Было написано стакан сметаны, того что сметана. Может молока, а вообще трохи воды до этого молока не забыл. Было написано, что мука пшеничная, того что пшеничная там отруби есть. Было написано сливочная масса, на просто сливочное масло, старый жир есть, я его брошу в этот пирог. Спекла, крича мужика, ходи, готовый твой пирог смачный. Скаштовал, фу, говорит, что ты приготовала? А жонка до его, что? У других местах смакує, а у мене не смакує. А, як так дивно? Все, брати і сестри, ну так часом і є. Так часом є, коли ми економимо на житті Божим, та нам щось не смакує. Нам Бог дає рецепт заправди, якби заправду християнства, коли воно смаковало, а воно говорить, навіщо стільки молитися? А хватить, як прийду раз до роботу костюм. А навіщо стільки сповідатися, хватить, коли сповідаєте, так само може раз на 3 роки в постелі. А навіщо мені бути чоловіком добрим, час від часу комусь давав, буду жити сам собі. А потім говорю, як це життя смакує? Чому мене Бог оставив? Чому мене в моєму житті все так крушиться, валиться? Чому все мене не люблять? Чому я такий смутний? І так далі, і так далі. І скаже, ну Бог мене створив, чого мені не потрібно? Ти сам этого Бога оставив. Брати і сестри, для чого я це говорю? До першого читання. Книги Єсус Новин, докладной книги Езуэ, докладно треба було хоч назву прочитати. Ми читаємо так, что Езуэ, кем был Езуэ? Езуэ был учнем Моисея. Моисей с народом выбранным вандровал 40 годов в пустыню. И Амаль все эти 40 годов, так само здесь был Езуэ, учился от Моисея. Моисей зробил одну помарку маленькую, непослухняности Пана Бога, альбо хотел, как люди приняли, что он Пана Бога. И за это Пан Бог ему сказал, ты не выйдешь из земного лица. Ты ее убачишь издалека и помрешь. Когда Моисей довел народ выбранный до земли выбранной, вошел на гору убачен и сокровенный помер, была жалоба 40 дней по Моисею, было похование, и после 40 дней повстал Езуэ, якого Моисей намастил, и говорит, ну и перейдет теперь на другие краки Иордана. Ну и Езуэ разлаживает 12 колен на способ 12 поколен из Израиля племен. Напереди идет арка, и за аркой идет народ выбранный. Идет про что? Про сухую речку. Речка остановила свой ног, перестала плыть, текает море.
И когда уже перешли на другую сторону этой реки, Язуэ задает это питание, якое мы сегодня почули. Язуэ так проводит до народу. Когда вам здається кепсько служить Пану, то зробите сьогодні вибір. Сьогодні зробите. Кому хочеться служити? Ті богам, які служили проти Вашия, будучи на другим боку реки, ті богам Амонею, на землі яких живете. Я ж, говорить Язуэ, і думаю, будем служити тільки виключно Пану. І всі, як ми почули сьогодні, все сказали, ми хочемо служити Пану, то есть приклад, що Пан Бог нас вивів з землі, тільки чудом для нас вчинив, ми готові им служить. Братья и сестры, а что отбылось по справке в этом потребно? Нам потребно, как мы доверили Пану Богу цалком наше життя. І тут приходить приклад одного із казнодеїв, Фридриха Мерія. Казнодей, який ужив під час одного казання свой сон, який йому приснився. І сказав їм так: у гэтым сне был такий момент, что я сидел у покоя, приготовился до казания, разважал над Словом Божьим, читал Святое Писание, читал комментарии. И у мой покой, где сидел, вошел нечеканный Иисус Христос. И сказал мне так: отдай мне ключи от всего, что маешь. Я вынял великую связку ключов всех, что имел, и с великой радостью отдал Иисусу Христу. Зрозумел, что Иисус Христос хочет керовать моим життям. Иисус Христос запитал меня: а что все ключи отдал? Так, я все отдал ключи. А ты подумай, что все заправды ключи отдал? То говорит, задумался я. И припомнил, что есть у меня маленький, белый ключик. И он от маленькой шухляды. Припомнил, говорю Иисусу: собрал ты есть у меня исчезный ключ. И ведаю, где лежит. И сказал: принеси его, отдай мне вот самое. Пошел, говорит, я под этот малый ключ. А он был такий тяжкий. Немагчимо було його вмісті. Усі сили і все намагання приклав, як я донес від Ісуса Христа, дякуючи ласці Божій, отдав йому. И проснулся. Говорится, ты казнодей. Весь мокрый, спотелый, у меня потом, то есть не ведра, так мокрый я был. И зрозумел я, что еще не целком доверил свою жизнь Пану Богу. Что в этой малый ключ, это и было мое сердце. Братья и сестры, Моисей доверил Пану Богу. А так само мы сегодня у Євангелії прочитали ці слови, які Ісус Христос здає кожному з нас. Чи ви так само хочете одвести від мене? І шмат учнів одійшло. Чому? Бо до кінця слухали, але хотіли зрозуміти, але не хотіли повірити. Не хотіли довірити Пану своє життя. У який спосіб? Бог є з тим, хто хоче наше життя надавати. А нам вельми часто здається, что и он нас оставляет самих. Есть такая приповесть о купце. Один купец ходил и шел в развёзку. И убачил один прихожий дом. Так я ему преподавался, что пришел до господаря этого дома и говорит: продай мне этот дом. Господар говорит: ну добре, поскольку просишь, продам тебе за полцены. А не под одним словом. Под яким? Есть тут гвоздь, гляди. И этот гвоздь будет належать только и выключно на меня. Это будет мой гвоздь, тобі його нельзя чіпати. Подумав собі господар: ну цвік як цвік, не бачиш на його. І ще десь високо бровіти, ще якісь стіни держави. А, хочеш? Нехай належить. Вызвали адвоката, прописали все это в умове. Продал господар дом за полцены, прошло несколько годов, вертается господар до этого купца, який його дом купил. Говорит: ведаешь что, продай мне обратно мой дом. Але за меньшую цену я тебе больше не дам, чем ты мне заплатил. Намного меньше. Говорит: ты что, я тебе дам за целую стоимость этого помешкания не продам тебе. Нет, ну то нет.
Адвярнуўся гаспадар гэтага дому, пашоў у лес, прынёс якогосьці звярка, зацепіў на гэтым гваздзём і аставіў. Гэты звярок пачаў смярдзець. Так моцна смярдзець, што не было як вытрымаць, аж вочы сплюсквала. Госці, якіх ён запрашаў таксама на смерць, не маглі вытрымаць ніякіх хвілін, уцякалі ад яго. Гаспадар не мог з гэтага гваздзя нічога зняць, вообще яго не прыналежаў. У мове было дакладна прапісана, если дотронецца цвіка, дом цалкам за нами пераходзіць да гаспадара. Пастанавіў вец прадаць дом за такую цену, якую затребовал гаспадар дома. Браты и сестры, это и есть наше житё. Нам выдаецца, што мы вось цалкам прадалі сваё жыццё, даверылі Пану Богу. Але ў нашым жыцці ёсць цвікі. Гэтым цвіком з'яўляецца д'явол, які там дзе штосьці завесіў такое, што нас пакушае, адцягвае сапраўднай любові, што нам дзесьці вырывае Бога з нашага сэрца, што нас наводзіць на якіясьці дурныя мыслі. Гэта не азначае, што мы павінны быць чысты, што можа мы не маем нікога гваздзя, дзе мы мог зацепіцца злы дух. Бо няма ні аднаго чалавека, каб ён быў чысты і празрысты. Але гэта таксама не азначае, што мы маем паддацца, што мы маем не змагацца за жыццё, каб быць сапраўднымі дзецьмі Божымі. І апошняя рэч, што нам гаворыць сёння пасланне Петра, апостола Павла да Эфесцян. Гэты ўрывак мы вельмі часта чытаем, не вельмі часта, заўжды чытаем ва ўрачыстасць святой сям'і, калі мы ў касцеле перажываем першую нядзелю пасля Божага зараджэння Jesúsa Христа. Але не хочу говорить про тое, про што тут таке написано, але про другі сенс Слова Божага, які сьогодні накіроўвае. Бо Jesús Христос сьогодні докладно говорить, альбо Павел говорить, кім ёсць Jesús Христос, как мы были подобны до Его, как мы были одним телом и одной душой с Иисусом Христом. Просим, как и мы в наших помышлениях, у наших думках, умели доверить наше житие Пану Богу, как мы умели принять волю Божию и довериться, что Бог николи не дозволит, как мы в нашем житии стратим то, до чего мы покликаны, а покликаны кожен из нас до вечности. Аминь. Славителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, і життя вічного в будущем свете. До Бога, який з'являється канчатковою метою нашої віри, узнесем наше супоження молитви і просьби
за святий костюл, каб вела у серцях людей веру и любовь, а так само надею на встречу зайцом в небе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За біскупом нашої країни, капотатікай найсвятейшей Панны Марияны, вели Божий народ до спавления. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За детей, які в этом годі пойдуть у початковую школу, каб їх дальніше розвиття було всебаковим і гармонічним. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За нашу ячину, каб панавали в їй спокой і справедливость. Тебе просим. Вислухай нас, За Пане. наших близьких померлих в особливий спосіб за Качук Ірину, каб добрий Бог прийняв у володарства з воскрослим Паном. Тебе просим. Вислухай нас, За Пане. нас, удельников этой святой мши, как мы неспынно умацовывались у веры и любови Христа, Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай молитвы Твоего костела и ученика, Твоим дякуючи обетования Матери Божией, вел всех Твоих детей до вечной айчины. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Тебе верую, Пане мой, все мое життя, и Тебе верой назавсёды. Это мое сердце памяти, и любовь моя одиная. Тебе верую, Пане мой, все мое життя, и Тебе верой назавсёды. Это мое сердце памяти, ты любовь моя одиная. Молитесь, как мою и вашу я принял Бог, Отец всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, Твой Сын Своей офярой на крыже откупил нас и учинил Своим народом. Просим Тебе, спаши Твою костел дар едности и с упокою праз Христа Пана нашего. Аминь. Аман с вами. И с духом Твоим. Гору сердцевей, узносим давара, подякуем Пану Богу нашему. Бога прекорыстия. Собравный Он нам этой справедливо, слушна и избавительна, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый воинча, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Богом святости до грешного человечества, народившись с Панной Марии, праз Свою муку на крыже свалил нас от вечной смерти, а праз Свое с мертвых восстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом сими воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Твой,
Божа, Ты святый, крыница всякой святости, тому в едности с усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Божа. Освяти, препия дары росою Духа Твоего, как я не станется для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery usiał kielich. Znów Tobie podzięku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови Моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присохвалия. Wspominający śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, odkryję Tebe, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, кабыч их нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаливал любовь и разум с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Józefом ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным księdzом Браниславом Маркевичем и всеми святыми, які спрадлево подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia maszana i chwała, razu wszelaki wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, как и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и причта Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши,
али на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Свободно все. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось порадок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на век, шеру Богою. Пане, я не варты, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Єзу у серці тримай, радость збавлення мне открыл, столпятся мир, как показать любовь мою, волю свою закрыть, и сердца чистых заковать. Иисус, не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения положи, вызревать твоей любви, участь терпения положи, вызревать твоей любви. Номер 24. Пане добрый я хлеб, будь прославлен и повсюдным костёлом. Оставляй свежно, ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы ушли на небо силы мили. Ты манной стал вогребником голодным, святых, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый я хлеб, будь
Милосердний Боже, прозрити Христичний посілок, верни здоров'я нашим душам. Перевини нас деянием Твоей ласки, да положи нам, как мы за все были Тебе расподобны, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы 26 жнивня, завтра у понедельник, вспоминаем Найсвятейшую Панну Марию Ченстаховскую. Выява ее у нас у каплицы находится на выяве Святой Сестры Фаустины. Бачите, там есть и одразу санктуариум Ченстаховой в правой стороне, по левой з Ясной Góry. Бачите, по левой Острограмская Мать Божия, так само находится и санктуариум. 27 жнивня вспоминаем святую Монику, а 28 ее сына, святого Августина, біскупа і доктора, для якого Моніка випросила ласку, навертання, святості. 29 жнивня вспоминаем мученичество святого Яна Хрестителя. Это единственный святый, а Найсвятейшей Панны Марии, якого вспоминаем мы 2 рази в годі. Його і народження на земну, земное і народження до життя вічного. От наступної неділі 1 вересня в нашій каплиці буде відправлятися свята імша дитячая у 12 годин. Так само в наступную неділю 1 вересня на святой імши у 12 і 19 відбудеться благословлення дітей і молоді школьних приладів. А у 12 годин відбудеться свята імша в інтенції дітей, молоді, наставників, вихователів і катехетів нашої парафії. В нашій парафії триває адорація Пана Ісуса кожний день у Найсвятейшем сакраменті. От середи 28 жнивня я виїжджаю на реколекції на початок під Вроцлав, починаю 30 жнивня, їду трошки раніше, бо на межі треба за постоянство днів. Затем переїжджаю одразу, заканчиваю неділю у 12 і у 18 або 18:30 розпочинаю у Быдгощі реколекції 10-дневні з парафії на парафію. А затем, коли закончу там, маю 2 дні на переїзд на другий конець Польщі, і там така недалека границя малоукраїнська, і так само місії парафіяни, які будуть тривати 8 днів. Тому з цієї нагоди, коли хто б хотів записати якусь інтенцію, тільки при нас, коли буду я або ксьондз Олександр, ось якийсь ксьондз другий буде заступати, та не приходиться, бо і так не буде мати календара. Добре? Как там нам чогось не напутал, мы талитами у нас тут есть расклад всего, як нас все их гуляє, как не треба було турбуватися. Зрозуміли, ксьондз Олександр усі відається, пробуш з парафії Гатовської, мені так само відається пробуш з парафії вашої. Дякую за молитву моєї інтенції. Дякую за хвилювання на будову, за спільну індивідуальну молитву, за спів я праву літургічну, за провіряння каплиці і тим, хто дежурив. Помолюся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Микиту, Вартоломея, батьків і хрестних народу хресту, які вчора відбувся, за добродію хвиродавців нашої парафії, так само обнови добродію будівництва санктуарі Божої милосердності за нас, даруючи кожного поособку, опеці Матці Божої Ружанцової, Твоєї обороня дається. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви є, що ви приходите. Прийміть Божее благословення. Нехай на вас наповниться правдою радостю і спокоєм. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангел Михайле,
бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана и інших злых духов, якие нас удушствуют по свете. Аминь. Помолимся за наших близких помиловать, за помиловать Ирину, тригады по смерти, Анну Панский звездовал Панне Марии. И зажила от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется свободен Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованию Христовых. Молимся, о всемогутный вечный Боже, просим Тебе, улив в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занерское звестование утеловления Христа, Твоего Сына, про звуку Его и крышку доведенные до хвалы у воскрешения, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была от веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрий Єзу, а наш Пanie, Дай им вечное спочивание. нехай odpoczywania u супокої wiecznym, Аминь. w intencji cierozesci u naszych семьях, na всім świecie. Święty Boże, święty mocny, święty Есть народы, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народы, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый есть народы, смилуйся над нами. От пожару войны заразы, храни нас, Боже, от драконовой неспасенной смерти, сдержи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Номер 18. Благослови нас, добрый Иисус, сердца мы Твое славляем, хай же искать, что мы наших сердцах сбегаем. За любовь Твою приносим, Твоим
Матерь зычит ласка много, люд тебе той прославляет. Не